Спустя 13 лет этот момент настал. Алихан Богатырев получает долгожданные бумаги, которые позволят приобрести свое собственное жилье. Осталось только подписать. На учете для получения жилищного сертификата в рамках программы по переселению из районов Крайнего Севера он состоял с 2010 года. Там он проработал 16 лет. Женат, многодетный отец. Мужчина, инвалид первой группы. В 2018 году пережил инсульт. Размер жилищного сертификата составил 6 миллионов 389 тысяч рублей. Он зависит от состава семьи, стажа работы, норматива стоимости квадратных метров. Федеральные деньги поступают по линии Минстроя. В планах у Алихана Богатырева приобрести квартиру в Магасе. Министр лично. На сегодняшний день на учете в Ингушетии состоят более 80 человек. Право на получение жилищной субсидии имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера до 1992 года. Общий стаж работы должен составлять не менее 15 лет. В первую очередь жилищные сертификаты предоставляются инвалидам первой и второй групп, инвалидам с детства, далее пенсионерам, безработным. Человек должен подать заявку, если он жил, находился там. Основное это стаж работы, с места работы. У них должны быть отметки в этом году, в этом квартале первый сертификат. Как еще поступит бюджет на счет, потом начнем работать. Одна из главных задач Миннации Ингушетии – предоставление помощи вынужденным переселенцам из регионов Крайнего Севера. Так, в прошлом году в рамках федеральной программы, благодаря содействию главы субъекта Махмуда Али Калиматова, региональное министерство выделило ингушским семьям 12 жилищных сертификатов. Диана Дударова, Джамалил Костоев, Новости 24.